чтобы все могли видеть и понимать, что наши слова о профессиональной подготовке, в первую очередь о огневой подготовке нашего личного состава, это не просто слова. С начальником госавтоинспекции Татарстана Ленаром Габдурахмановым мы решили записать интервью в тире. Почему здесь? Ответ прост. Именно здесь, после тренировок по физподготовке и изучению боевых приемов самбо, инспекторов готовят ко всем внештатным ситуациям. Повод на этой неделе далеко не радостный. Вы вообще признаете свою вину? Сегодня он за решеткой, задержан. По городу был объявлен план-перехват. Подозреваемый, по данным ряда СМИ, 37-летний Алмаз Зудинов, ранее 6 раз судимый за грабежи, кражи, угоны и изнасилования, житель Казани. Он уже был лишен водительских прав до 2021 года по статье 264.1. В статье сказано: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. А вот кадры ЧП с видеорегистратора. Они были сняты в среду в 14 часов 43 минуты на улице Восстания. Инспектор остановил автомобиль «Шевроле Кобальт» для проверки документов, протянул руку в окно. Но водитель, подняв стекло, начал разворот с Восстания на Короленко. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со стоящей на светофоре машиной. Затем водитель выбежал из автомобиля и направился во двор, откуда и уехал на такси. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти». Сотрудник, прекрасно осознавая, что его жизни и здоровью угрожает опасность, в любом случае принял такое решение и сделал все возможное, чтобы автомобиль дальше тех 30 метров, которых он проехал, дальше никуда не ушел. Вытащил ключи из зажигания. Применять оружие было нельзя, могли пострадать ни в чем не повинные люди, отмечает Ленар Габдурахманов. Жизни инспектора сейчас ничего не угрожает. После ЧП он был доставлен в 7-ю больницу. По данным Минздрава, сотрудник полиции получил травму ноги. Если бы действия были другие, то вот этот водитель, находясь, по визуальным признакам в состоянии наркотического опьянения, а последующая экспертиза на следующий день, когда его задержали, показала наличие наркотиков, то есть он по 6-9 был оформлен, мы только можем догадываться, к чему бы привела эта трагедия. Показывая нам теоретическую подготовку к внештатным ситуациям, она, кстати, проходит рядом с тиром, Ленар Габдурахманов замечает: мы все давали присягу. Главная задача – обеспечить безопасность. Имитацию нашего бега показывает вот такая вот шатающаяся платформа. То есть мы можем понять, да, когда мы на ней находимся, и надо, конечно же, применять оружие. А сейчас самое время вернуться к началу нашего интервью в самом тире. Тренажеры здесь имитируют самые необычные ситуации. Вот, например, погоня за вооруженным преступником. Автомобиль, высовывается один из правонарушителей, и, соответственно, мы в интерактивном режиме стреляем боевыми патронами. Именно здесь обсуждаем, можно ли говорить о появившейся в Татарстане нехорошей тенденции нападения на стражей порядка. У нас появился как раз после нашумевшей истории, после аэропорта 21 декабря 2016 года, была среда, как сейчас помню, водителю удалось проникнуть на автомобиле в здание аэропорта. А вот эти кадры, которые стали хитом в социальных сетях. Теперь к таким нештатным ситуациям инспекторы готовы, благодаря тренажеру. Резонансные случаи беспредела со стороны водителей в отношении инспекторов ГИБДД ежегодно попадают в сводки. В 2017-м в Сабах на сотрудника полиции напали 3 мужчин. Тогда было применено табельное оружие. А это 2017 год, Казань. Резким маневром он меня сбил, выехал на встречную полосу, которая была свободна, и вскрылся. А вот эти кадры. Это съемка с регистратора патрульного автомобиля. На нем видно, как движется Ауди. А вот отлетает фуражка майора полиции. Далее в кадре появляется и сам Ленар Гелимханов. За кадром осталось, как после случившегося к месту подбегают очевидцы и предлагают помощь сотруднику полиции. В 2018 году посмертно орденом мужества был награжден Юрий Матрёнин. Он погиб, останавливая нарушителя на черном БМВ. У него осталось 2 детей. По итогам прошлого года в Татарстане было возбуждено 13 дел по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», 20 дел за оскорбление, 400 за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Я бы не мог сказать, что у нас есть тенденция к тому, что таких людей становится все больше и больше. Наоборот, я считаю, что законопослушных людей у нас становится все больше и больше, но, к сожалению, любое общество не без такого рода типов. Если брать обзор имеющихся в справочных правовых системах, то оправдательных приговоров я не нашел. Общественная опасность таких правонарушений, она достаточно повышенная. И, к сожалению, еще раз подчеркну, достаточно часто посягательство осуществляется не только с применением транспортных средств, но и оружия.
Вместе с известным казанским адвокатом Робертом Халиуллиным обсуждаем российскую юридическую практику. Ни один из тех, кто совершил противоправные действия по отношению к инспектору ДПС, от наказания в стране не ушел. Большей частью звучит Татарстан, Москва. Нужно, наверное, менять ситуацию на дороге. Камеры фото-видеофиксации, еще раз я подчеркну, они не занимаются пресечением. Тенденция какая-то нехорошая есть, наверное. Во-первых, смотрите, ГАИ сократили, крепко сократили. Поэтому водители сейчас больше на видеокамеры реагируют. И вот изредка появляется ГАИ, и вот тут неоднозначная реакция. Депутат Госсовета Рафил Нугуманов отмечает, если вернуть инспекторов на улице, как было раньше, меньше было бы нарушений. А что касается нарушителей, которые не считаются с правилами дорожного движения и позволяют себе некорректное поведение в отношении стражей порядка и других участников дорожного движения, для них закон должен стать еще суровее. Уголовная статья за повторное нарушение, такое как вождение без прав. Мы в Москву отправили законопроект в Совет законодателей. Надеемся, что что-то получится. Вот в таких случаях, когда уже с головой человек не дружит. А вот он повторно, что так будем говорить, и все равно садится за руль, ничего его никто не спасет. Вот в этом случае возбуждение уголовного дела на него. За то, что он без прав, дважды наказанный, опять сел за руль. Сергей Темляков, Андрей Мохов и Данил Филатов. 7 дней.